Перед вами молодые лидеры Тувы. Мы сегодня зажигаем на премии главы. У нашей республики главный лидер зачетный. Сейчас он выйдет на эту сцену четко. Итак, встречайте главу республики Тыва Шолвана Валерьевича Караола. Такое представление. Ребята, на самом деле, вот мы сейчас с Кангол Тимуровичем здесь присутствуем с вами и понимаем, что природа все-таки, ее не обманешь. Молодость – это тот возраст, тот просто период жизни человека, когда все просто энергия прет наружу, инициатива, желание реализоваться, все знать. Это и есть ваш возраст. Тува молодая. Мы не только молодая по своему возрасту среди российских регионов, же развитым, например, как дороги, как аэропорт, как там, социальная сфера. Не все удалось сделать вовремя. И в этом отношении, конечно, иногда мы недовольны тем, что у нас, например, на улице сажа, что у нас не так много света. Хочется сегодня и сейчас жить в благоустроенной своей родной Туве. И сегодня и сейчас хочется, чтобы у нас были, у каждого из нас там работа, хорошие, достойные, молодежные места. Помните, мы с вами планировали и мечтали, что в 2017 году мы сможем построить дворец молодежи. К моему стыду я должен признать, что я этого не смог сделать. Не смог сделать, потому что год был непростым. Только на зарплату бюджетникам нам не хватило даже декабрь месяц закрыть. И я очень сожалею, что я перед вами не сдержал своего слова. Сейчас нам не хватает 250 миллионов рублей на то, чтобы начатый наш дворец молодежи до конца завершить. Но я, по крайней мере, полон решимости его до конца довести, потому что я вам обещал, потому что это нам нужно. Но каким образом это сделать? Мы попробуем найти варианты. Я вот, например, выступал с инициативой для предпринимателей, для молодых ребят. Если кто хочет вместе с нами владеть этим центральным зданием здесь, в городе Кызыле, мы можем предоставить нижний этаж под вашу полностью собственность, если у кого будет возможность привлечь кредитные или свои деньги, там 150, по-моему, миллионов рублей. Мы эту инициативу выдвинули, но пока предложений нет, но мы будем искать и другие варианты. Но с другой стороны, вот посетив сейчас выставку молодых наших предпринимателей, ребят, которые хотели бы реализовать свою устремленность, свое желание претворить жизнь, у них многое что получилось там. Наверняка вы видели выставку. Мне очень понравилась, например, очень большая инициативность молодых врачей. Я вижу... Молодцы, ребята. На самом деле вы по своей профессии уже подразумевается, что вы должны быть очень людьми гуманными, людьми, которые должны помогать вокруг семьи, людям, которые нуждаются в особой вашей опеке, как специалистов, как профессионалов. Но вы пошли дальше. У вас очень много просто социальных инициатив. Я часто вижу, как вы помогаете не только по своей профессии, но и, вообще говоря, просто так называемым волонтерством. Это достойное уважение. Здорово, что Министерство здравоохранения вас поддерживает в этом отношении и часто проводит эти мероприятия. Я вижу очень большую работу общественников, добрые сердца, допустим,
Это общественная организация, которая смогла не только здесь, в родной Туве, прогреметь, но и они дошли до Сочи, до всероссийских каких-то мероприятий, форумов, на которых их практика, их деятельность озвучивается как самая лучшая в России. Так держать, ребята. На самом деле, еще раз повторюсь, природа так устроила, что со временем человек, который думал, что всегда у него сохранится здоровье, прыть, вот эта вот готовность все осваивать, знать, думать, читать и тут же это претворять в жизнь, кажется, что это на всю жизнь сохранится, но на самом деле это не так. Поэтому ловите этот момент, когда у вас есть возможность претворять жизнь в свою вот эту вот энергию. Это особое состояние. Мы так хотим, чтобы вы чувствовали себя в этом отношении просто молодежью, которая восхищается, которая любит, которая все делает для того, чтобы вы продвигались вперед. Именно так хотим, чтобы тувинское общество на вас было направлено. Вы знаете, от 14 до 30 лет, то есть вас, молодежи, у нас в Туве 70 300. 70 300. То есть из 319 тысяч человек населения, вот от 14 до 30 лет практически получается вас почти 1/3 нашей Тувы. Я часто вам об этом говорю, и сегодня вам хочу сказать, что вот и здесь в ролике прозвучало, что вы есть будущее. На самом деле это не так. Вы есть настоящее. Если вы сегодня не будете чувствовать свою ответственность за родную землю, то некому будет эту ответственность нести. Потому что вы есть часть, большая часть нашего общества. И вам будет казаться, что молодежное время, то есть ваш возраст, это тот возраст, в котором много такого, знаете, мероприятий, которые надо просто самого себя обслуживать. Например, на дискотеку сходить, там поулыбаться и сделать какие-то мероприятия, которых вас просто, большей части направлены на то, чтобы вы сами себя обслуживали. А в конечном итоге ничего такого нового вы не создаете. Наверное, это не очень нужно, не очень правильное направление, потому что от вас мы уже сегодня и сейчас ожидаем действий. От вас сегодня и сейчас мы хотим, чтобы вы выдавали товары, услуги. Вот только что здесь одна ваша землячка, моя землячка, сейчас только что показала, как она шьет, например, сумки, как она одевает своих сверстниц в свое платье, которое она сама выпускает и так далее. Вот, пожалуйста, хороший пример. Или там ребята, которые на World Skills, то есть на всемирных соревнованиях побеждают и восславляют свою Туву, а самое главное, он идет по лестнице своей, поднимается вверх. Это здорово. Я так хочу, чтобы вы почувствовали себя именно сегодня и сейчас настоящим, чтобы вы слишком не находились в том возрасте, когда вы чего-то ожидаете, что кто-то чего-то принесет. Это так неправильно, потому что я тоже так жил. Потому что мне казалось, что после окончания университета, когда я сюда приеду, меня будут ждать чуть ли не с транспарантами «добро пожаловать» там, и мне там предоставят квартиру, дадут работы. Нет, оказалось, что это не так. Очень прозаично, когда у тебя есть ребенок, семья, ты приезжаешь сюда, и тебе нужно пробиваться наверх, тебе нужно идти, потому что семья, тебе нужно содержать твою семью, надо думать о ребенке и так далее. Я думаю, что это знакомое чувство, которое у всех у вас есть. Я очень хочу, чтобы все задуманное вами получалось. И год молодежных инициатив, конечно же, ни в коем случае
мы не говорим о том, что мы его закрываем. Нет. Мы хотим, чтобы вот это обращение власти к молодежным инициативам, она была уже на системном и последовательном уровне. И это было такой вот постоянством, чтобы это было закономерностью. Вот мы сейчас, проходя выставку, я, например, приглашал там на одной из экспозиций министра культуры. Я его попросил, пожалуйста, обрати внимание. Алдар Константинович, такого не бывает, чтобы изделия, например, которые вот там экспонировались, они просто руками в ручном порядке. Сейчас уже есть инструменты, сейчас уже есть оборудование, технологии, и будет неразумно нам вот этими руками претендовать на то, чтобы наши изделия, которые будут выпускаться вот таким вот образом, как-то имели особую какую-то конкурентную стоимость. Потом мы дальше пошли, и там видели городские молодежные инициативы, тоже очень было интересно, но тем не менее, еще раз скажу вам, мы хотим, чтобы наш год молодежных инициатив, он уже становился закономерностью для всех нас, для общества. Вы смогли доказать своей инициативой, своей активностью, что вы есть люди, которые бы хотели признания в обществе, которые, независимо от того, будут вас поддерживать или не будут, все равно будете пробиваться наверх. Так и должно быть, потому что так завещала природа. Почему? Потому что так мы хотим здесь, в Туве, и власть всячески это будет поддерживать. Я вас поздравляю с этим праздником. Спасибо, что вы были активны и позитивны. Начинается торжественная церемония награждения поощрениями главы Республики Тува. Күнделік думаларым, бүгін мен жоғындыққа өрдім. Сілердің боза помынды қызымақ, чүткілді ажылыңарны көргештің. По жылды жоғын біз солын қылдыр еттірді өзішкаш. Өске жылдарға одарға. Ол дергілі сілердің қызымағыңардыр, сілердің теріңердір. Көй қылып тұрған ажылдар ұсты өзі подусын қара ұсты тұдып, көріп, оны өзі сайзырадып шыдапты өз. Жаңаштың бозы по чылдың бозы еңне қол теви дергілі, ерге жағырға да ажылдап чору кішілер, олла хеверсілеріне, анияк кішілеріне теткіп чору бағарынға өзі мен тұқалы идегеп тұрмен. Чуға дергі өзі, пістің ажылы ұсқа еңне қол жу дергілі, сілер арттындан жору ұрбас болзыңар залы, пістің келір үйеві шоқтып чөні бістікі еке білдірбіз. Жаңаштың бозы похын ажылағайға да өзі пістерінің қол қылып тұрар принциптерістің да өзі ұтқазындық жу. Анияк кішілеріне теткіп чорыңар, анияк кішілерінің бозы лесницазы, карьеразы яблы тұрзын. Жаңаштың ерге жағырғаға да ажылдарды өзі пірлі дуарында тоғыл адан да негілеп, егілен кішілерлі чүткілі педик болзын. Аналы похын доран тоғыл подын мақтана арған көй чағай чылық сөстер жуаланыр кішілер әвес. Аподның қолы ұлы, тері үлі, чедішкіні жорып-жору кішілерлі тұвауызға тепсіп, қырын жөніп тұра болсын. Жаңаштың көзі сілерге думаларым, қолда мен күзелім дергілі, қажанда қолыңар салдымаңар, пот-поттарыңарны теткежіп жорыңар, қажанда адарғақ болбаңар, чұрталаңарды шүпті жө болдына вер, ажырбас. Жаңаштың көзі емін еттір базы, шүпті жөні амдоран пөхін деп жан алықсавас болзак. Төмейлі болдына вер көрді әсілер. Для участия в церемонии приглашается председатель Верховного Хурала парламента Республики Тува Кангол Тимурович Тава. Распоряжение главы Республики Тува за достигнутые успехи и активное участие в социально значимых проектах года молодежных инициатив объявить. Благодарность главы Республики Тува Баржитову Николаю Викторовичу, руководителю проектов Ассоциации образовательных организаций потребительской кооперации. Колару Эртине Эресовичу,
специалисту Российского детско-юношеского центра. Лачугиной Виктории Вячеславовне, исполняющей обязанности заведующей отдела иллюстрации редакции газеты «Тувинская правда». Добрый вечер. Шалбан Валерьевич, мне очень приятно, что в год молодежных инициатив в январе месяце 2017 года вы поддержали проект редизайна республиканской молодежной газеты «Тыванена на Яктары». Вот за этот год была создана база из школьников 10-11 классов, которые пробуют себя как журналисты. И у нас пока что все удачно с ними продвигается, и многие из них уже даже поступили на журналистику и связи с общественностью. В этом году у нас 85 лет, юбилей газеты, и я надеюсь, что вот все проекты, которые мы задумали, тогда с вами оговаривали, они реализуются. Мангушу Айдену Владимировичу, главному специалисту отдела развития спорта, резерва и физкультурно-массовой работы Министерства по делам молодежи и спорта Республики Тыва. Оржаку Боянбилегу Омаевичу, директору средней общеобразовательной школы номер 1 города Чадана Дзунгемского Кажуна. Хайбе Кармеле Владимировне, врачу ультразвуковой диагностики перинатального центра Республики Тыва. Добрый вечер, Шалбан Валерьевич, добрый вечер, Тимур Канголович, добрый вечер, присутствующие. Я очень рада стоять сейчас на сцене. Благодарю за то, что оценили мою деятельность. И хочу сказать, что эта награда, она не только моя, в ней есть заслуга всех молодых специалистов Совета Министерства здравоохранения. Начинается церемония вручения дипломов победителей конкурса в области государственной молодежной политики в Республике Тыва. В номинации «Инициатива года» награждается Совет молодых специалистов при Министерстве здравоохранения Республики Тыва, руководитель Совета молодых врачей Пайрол Родион Каролович. Добрый вечер, уважаемый Шалбан Валерьевич, Кангол Тимурович, уважаемые гости. От имени нашей команды Совета молодых специалистов при Министерстве здравоохранения хотим поблагодарить вас, Шалбан Валерьевич, Кангол Тимурович, за то, что вы поддержали нашу инициативу закона об внесении изменений продажи времени алкогольной продукции в нашей республике. Спасибо. Номинация «Пропаганда здорового образа жизни». Награждается движение «Чонның олдары», сыновья народа, активист организации «Чонның олдары» Кулар Арим Борисович. Движение «Чонның олдары» охватывает более 300 человек. Кежекінің өндізулі жылған анияқтар погеже жоның олдарын шимдешкінің тәткіп тұрары дейсің Шалбан Валерьевич
таргалашты жетирген сүзлер edip, моңдасынга дуабыз, аньяктар дуасты элер, журтубуздун ээлери болсун деш, кызып, амда ажылар биз. Номинация «Социальное предпринимательство». Награждается детский развивающий центр «Знайка», город Шаганарыг. Руководитель проекта Чамбал Чаян Орлановна. Добрый вечер, Шолбан Валерьевич, Кангол Тимурович. Всем спасибо. Я очень рада, когда поддерживают молодых людей. Хочется стремиться к новым успехам. И благодаря этому, еще благодаря молодежному форуму команды Тувы-2030. Всем спасибо. В номинации «Лучший социальный проект года» награждается проект «Приют для бездомных животных Хатико», члена Общества защиты животных Хатико Мурыгина Анна Геннадьевна. В номинации «Инновация в области технического творчества» награждается проект «Школа роботехники», заведующий отделом интеллектуальной собственности и трансфера технологий Тувинского государственного университета Ховалык Чингис Мансурович. Добрый вечер, уважаемые коллеги, дорогие слушатели. Огромное спасибо нашему правительству за поддержку. И будем в дальнейшем развиваться в данном направлении, а точнее IT-технологии, робототехника и программирование. Спасибо. В номинации «Лучшее тувинское студенческое землячество» награждается проект «Адаптационный центр студентов», президент студенческого землячества города Иркутска Седентамба Сайзана Сергеевна. В номинации «Развитие культуры и искусства» награждается совместный проект «Пульс времени» ансамбля барабанщиков «Медехан» и Тувинского национального оркестра, руководитель ансамбля «Медехан» Мангуш Байлак Вадимовна. В номинации «Доброволец года» награждается молодежная общественная организация Республики Тыва «Добрые сердца Тувы», председатель Монгуш Артыш Юрьевич. Кезекін менсілі айнақтар чығылық бәм оқыш, шүттіңларға изік байыр, жұтталыңарға черлі екіше қылып чарам өзің жұтталға чаңыз татып болса екіше қылып чарам өзіңірді жүректің қылыптан тілеп тұрейдір бен қолыңғар біле. Кім қылып чарам? Кто сделал добрые дела? Поднимите, пожалуйста, руки в виде сердца. Доброволец года! Спасибо всем! И, Шолбан Валерьевич, я очень рад, что вы нас поддерживаете всегда. И
Я заказал специально с ребятами хамелеон, стакан. Ой, кружка, извините, кружка. И хочу вам подарить. Там сюрприз. Дома из их судан наливайте и посмотрите. Спасибо вам за все. Низкий вам поклон. Всем спасибо. Это как битва экстрасенсов. Спасибо. В номинации «Молодежная медиа Тува» награждается проект «Сердце Тувы», руководитель проекта Узум Арлан Алднолович. А также номинации «Тува. Территория мужества» награждается проект «Школа мужества», руководитель проекта Чамба Чаян Алексеевич. Глава Республики Тува Шолбан Валерьевич Караул. Тыңмаларым тевін жуалы жолғын ұшқаш. Чылдыңна спорт тең бол спортсменлер қанжап чылдың төнжізінделі явлы бодының спорт элитасын еттірердір. Бістер базан яқтар по мұражай еттіріп бір ашқаш мұндық байылауысты өзі чылдыңна еттіріп бір алыңарым. Жарыспа? Я, конечно, от всех ожидаю вас, чтобы вы барометр своей инициативности ни в коем случае не снижали, а только вперед, и выше, и выше. И каждый год мы будем подводить итоги. Точно так же здесь, через год встретимся здесь, в Муздрамтеатре, и, может быть, отметим еще лучших из вас. Будьте инициативны. Объявляется торжественная церемония эстафеты, передачи эстафеты Года молодежных инициатив, Году добровольца. Пусть дел не видят миллионы, но руки их спасают жизнь. Со всей душой волонтеры стараются исправить мир. Дорогие друзья, волонтером может стать абсолютно каждый из нас. Ведь для того, чтобы помочь ближнему, не нужно ничего, кроме доброго сердца и желания. Твори добро, и станет жизнь прекрасна. Твори добро, и будет веселей. Твори добро, забудь про все ненастья. Твори добро для всех вокруг людей.
Показательные выступления участников школы мужества. Год молодежных инициатив для нашей республики был богат не только реализованными идеями, но и завоеванными наградами в области культуры и искусства. Год был урожайным культурными проектами. На небосклоне культуры зажглись новые имена. И прямо сейчас предлагаем вам лично оценить достижения молодых дарований нашей республики. Для вас поет Сайзана Сюрюн. Песен еще не написанных сколько, скажи, кукушка, пропой. В городе мне жителей на выселках камнем лежать или гореть звездой.
приглашаем на сцену артистов Национального музыкально-драматического театра имени Виктора Кокола. На сцене дипломант 13-го российского конкурса имени Сергея Рахманинова в Нижнем Новгороде, юная пианистка Алевтина Тылыш.
Встречайте лауреата первой степени третьего международного конкурса вокалистов «Звездная рапсодия» в городе Санкт-Петербурге, студентку Кызыльского колледжа искусств имени Алексея Чыргылола Карину Хавалык. Карина Хавалык. Приветствуем дипломантов второго всероссийского конкурса артистов балета и хореографов в городе Москва, молодых артистов балета Тувинского национального ансамбля песни и танца «Саяны». Ара Салчак, Татьяна Сонгова и Алисия Алтынханова. Цвети, тувинская земля, с тобой навеки ты и я. Ты звездный свет и очень
горячий кров. Ты вечна, как сама любовь. Карасальчак, Татьяна Сонгова и Олеся Алтынханова. Дорогие друзья, встречайте финалистов Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица», фольклорный ансамбль «Эртене», Республиканская школа искусств имени Ростислава Кендембеля, художественный руководитель «Эртене» Тумат. Сюда.
Фольклорный ансамбль «Эртене». На сцене обладатели бронзовой медали второго всероссийского конкурса артистов балета и хореографов в городе Москва мужской квартет балета Тувинского национального ансамбля песни и танца «Саяны».
Камырсана кулар, буян мылдық, қайды сарығлар, ей шарави чоду.
Дорогие друзья, сегодня мы убедились в том, что у нашей республики есть настоящее светлое будущее. У нас активная, талантливая, смелая молодежь. И будьте уверены, она в будущем обязательно составит элиту нашего тувинского народа. Дорогие друзья, только вперед! Желаю вам, чтобы у вас в жизни все получалось. До новых встреч!